О событиях уходящей пятницы, 12 сентября, узнаем из материалов наших корреспондентов. Вы смотрите программу «Итоги дня». В студии для вас работает Надежда Саханская. И вот о чем мы вам расскажем в ближайшее время. Центробанк снизил ключевую ставку до 17% годовых. Стали известны итоги заседания Совета директоров Банка России. Китай с 15 сентября введет для россиян безвизовый режим до 30 дней. Такая политика продлится до сентября следующего года. Якутяне ждут тепла. Отопительный сезон стартовал, однако теплоснабжение есть не во всех населенных пунктах. ГУП ЖКХ погряз в долгах. Победа над Японией. Якутск принимает исторический форум. Расскажем с места событий. Овощи, соленья и выпечка. В Ленском районе организовали традиционную осеннюю ярмарку. Шумные праздники проходят в теплой атмосфере. Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 17%. Регулятор отметил, что будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать в зависимости от устойчивости замедления темпов инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Банк России в июне этого года впервые почти с сентября 2022 снизил ключевую ставку. Ее уменьшили до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На котором она продержалась с конца октября 2024 года. Затем ставка была снижена на 2% до 18% годовых. Глава Якутии провел совещание о ходе отопительного периода в республике. Всего в регионе тепло проведено в 34 районах. До конца этой недели тепло будет подано во все населенные пункты Якутии. Основной упор в работе сделают на погашение задолженности ГУП ЖКХ. Для решения вопросов с задолженностью предприятию будет выделен бюджетный кредит более 1 миллиарда рублей. По итогам совещания Айсен Николаев поручил ускорить работу по завершению подготовки к отопительному сезону. Отмечу, что также продолжается завоз топливно-энергетических ресурсов в Арктику. Из 505 тысяч тонн доставлено более 300 тысяч. Конечно же, вопрос, связанный с взаиморасчетами, то есть закрытием задолженности бюджетных учреждений за потребленные коммунальные ресурсы, это тоже большая работа не только республиканского бюджета, но и муниципальных бюджетов. Я думаю, что главы муниципальных образований вооружились этим поручением и непосредственно будут исполнять вопросы, связанные с оплатой за потребленные коммунальные ресурсы. В целом, исполнение сводного плана мероприятий по подготовке к КЗП на сегодняшний день выполнено более чем на 90%. С 15 сентября россияне смогут посещать Китай без визы. Достаточно обычного загранпаспорта. Находиться в Поднебесной можно до 30 дней с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей. Безвизовый режим сулит укреплением отношений между Якутией и Китаем. Нас связывает давняя дружба. В частности, более 20 лет действует соглашение с провинцией Хэйлунцзян о сотрудничестве в различных сферах. И сейчас КНР – ключевой торгово-экономический партнер Якутии. Конечно, это серьезный шаг в развитии отношений с Китаем, а также это открывает большие возможности для наших граждан и делового сообщества. Для простых жителей, для наших граждан, конечно, это упрощает процедуры по въезду на территорию Китайской Народной Республики, будь то туризм, частные поездки или культурные визиты. А для предпринимателей это, конечно, возможность оперативнее организовывать свои командировки, участвовать в выставках и переговорах, привлекать партнеров на той стороне и развивать экспорт. Как развивать инициативы и что сделать, чтобы горожане стали еще более активными в управлении своей территорией? Эти и другие вопросы обсудили участники круглого стола в Якутске. В центре внимания развитие территориального общественного самоуправления, или, проще говоря, ТОС. Подробности в сюжете Даяны Федоровой. В Якутске прошел круглый стол на тему развития территориального общественного самоуправления как формы местного самоуправления. В мероприятии приняли участие эксперты, общественники и председатели ТОСов. Отметим, что всего в городе зарегистрировано 10 территориальных общественных самоуправлений, 6 из которых имеют статус юридического лица. За каждым из них стоят активные жители, готовые брать на себя инициативу от организации мероприятий до благоустройства территорий. ТОС Героев уже работает 5 лет. В прошлом году участвовали в формировании городской среды
и выиграли парк Тексе, по проекту парка Тексе. Идет работа по благоустройству. На встрече обсудили не только основные достижения, но и перспективы по совершенствованию нормативной базы, а также проблемы, с которыми сталкиваются ТОСы. Управление территориями – это задача непростая. Поэтому все работают. Граждане должны понимать, что пришло время работать на благо общества. И вот это самая главная идея создания ТОС. Итогом круглого стола стали конкретные предложения, которые лягут в основу резолюции. Участники уверены, за ТОСами будущее. Даяна Федорова, Виктор Дьячковский, Якутск. К зиме готовятся труженики сельского хозяйства. В республике заготовили 391 тысячу тонн сена. Это 90% от общего плана. Сложной остается ситуация в Аймиконском, Момском и Верхоянском районах. Для ее разрешения Министерство сельского хозяйства отправляет в районы грубые корма. Продолжают работу мобильные бригады. Их силами заготовлено 25 тысяч тонн сена. Аграрии также занимаются уборкой урожая. В этом году она неплохая, так заверяют в Минсельхозе. У нас есть, значит, лидеры по ячменю. Это ИП Денисова, Хангаласского УСа, значит, 35 центнеров с гектара. И, значит, совхоз Амгинский, Амгинского района, 24 центнера с гектара. В среднем урожайность хорошая. По картофелю при плане 75 тысяч тонн собрано 33%, 25 тысяч тонн. Тоже урожайность неплохая, 100 центнеров с гектара. По овощам 28 700, значит, план значит, заготовки овощей, значит, из них выполнено 9 тысяч тонн, значит, 302%. Республиканский психологический центр продолжает работу в области поддержки участников СВО и членов их семей. За минувшую неделю к специалистам службы обратились 417 человек, в том числе и по госпитальному направлению в Ростове-на-Дону. Индивидуальные консультации или групповые виды работ были проведены для 595 человек, включая повторные визиты. Психологическая и иная помощь для бойцов спецоперации и их родных проводится бесплатно. Нет запретных или постыдных тем. Все обращения к нам анонимные и конфиденциальные. Не только по направлению специальной военной операции. Не требуется документов, можно записаться под псевдонимом. Записаться можно по номеру 31 9109. Контакты наших филиалов в районах также можно узнать по этому номеру. Кроме того, работает круглосуточный телефон доверия 8 800 100 35 50. Исторический форум «Победный дальний» стартовал в Якутске. Он посвящен 80-летию победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Что обсуждали на форуме, узнавала моя коллега Иржена Гармаева. Если говорить о роковых-сороковых, то первым делом в нашей голове возникнет мысль о Великой Отечественной войне и 9 мая. Но часто забывается, что окончательно нацизм был повержен только 2 сентября, в день, когда советские войска разгромили милитаристскую Японию. Чтобы поговорить об этом историческом факте, и организовали форум «Победный дальний». К сожалению, сейчас очень много фальсификаций истории, и некоторые страны хотят переписать историю. Мы видели даже выступления президентов некоторых стран, которые говорят, что вот они победили во Второй мировой войне, что, конечно, это не так, потому что победила коалиция, а основной вклад, конечно, сделал это Советский Союз. Мы об этом должны помнить, этим гордиться, и напоминать об этом. Сегодня больше 100 студентов, ученых и музейных работников обсудили ключевые вопросы сохранения исторической памяти. Чтобы поделиться знаниями с якутянами, на форум прибыли федеральные эксперты. Сегодня буду говорить о фальсификации отечественной и военной истории, о том, как важно противостоять этим фальсификационным выпадам. Идет борьба, геополитическая борьба в мире. Россия, как вы знаете, является на острие этой борьбы. Множество санкций принято против нашей страны. Идет воздействие по всем направлениям, в том числе по идеологическому, информационному, на ментальном уровне. Отражается все на воспитании молодежи. Говорят, что детей нужно воспитывать собственным примером, поэтому ученые поделились с участниками форума личными семейными историями. Мой дедушка был начальником тыла Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Он организовывал то, что мы сейчас называем материально-техническое обеспечение всей дальневосточной операции. То есть и переброска войск, и обеспечение нашей группировкой всем необходимым. Не только
и вооружением, и боекомплектом, и питанием, и медицинским обслуживанием, горюче-смазочными материалами, всем чем угодно. Огромный спектр вопросов. И вот об этом я сейчас сегодня и буду говорить. Что такое тыл Красной Армии? Продолжит форум 4-й республиканский музейный фестиваль. Уже завтра в Усть-Алданском районе для сотрудников музеев проведут семинары и стратегические сессии. Ржана Гармаева, Иван Сорокаумов, Якутск. Уровень безработицы в России чуть выше 2%. Этот показатель держится 3-й месяц подряд. Михаил Мишустин назвал его минимальным за всю историю. На совещании по экономическим вопросам премьер сказал, что инфляция в России замедляется благодаря мерам, которые приняли правительство и Центральный банк. Российский бизнес, по его словам, адаптируется к новым условиям и ищет новые рынки сырья и сбыта. Ну а современные технологии в строительной отрасли теперь и в системе среднего профобразования. Якутский коммунально-строительный техникум стал обладателем федерального гранта и готовится к открытию новых учебных мастерских. Студентов будут обучать технологиям БИОМ-моделирования и развитию городской среды. Подробности расскажет Даяна Федорова. Вооружившись кистями и шпаклевкой, студенты коммунально-строительного техникума готовят новые мастерские, в которых совсем скоро они будут учиться. Работа идет не отрываясь от учебного процесса. Они вместе с преподавателями красят стены, занимаются штукатуркой и мелким ремонтом. Проходим практику по нашей специальности, красим, также шпаклюем и убираем какие-то недостатки, которые будем потом со временем обновлять. Так что вот. Мне эта специальность понравилась тем, что это как душевная работа, где можно, считай, творить, что-то новое для себя изучать, что-то делать и как-то помогать людям, да и на это можно заработать какие-то деньги. Весь коллектив, и особенно студенты, ждут, когда закончится ремонт. Я разговариваю со студентами, иногда езжу в наш второй корпус, и меня прям студенты подходят, спрашивают: Нина Сергеевна, когда же закончится ремонт? Мы прям хотим на Чищенко, потому что Чищенко – это наш главный корпус. Мы все очень сильно ждем, когда закончится ремонт. Ну и, естественно, новое начало, новые успехи. Проект победил в конкурсе на получение федерального гранта в размере 20 миллионов рублей. Студенты будут осваивать передовые технологии строительства, цифровое BIM-моделирование и методы проектирования городской среды. В основном это компьютерное оборудование для моделирования, 3D-моделирование, 4D-моделирование, конструирование именно сметной документации, именно строительства от начала производства до финишного окончания. В последующем в мастерских установят рабочие станции, интерактивные панели и компьютеры. Здесь студенты будут проектировать здания, планировать городские пространства и осваивать основы цифрового проектирования. Открытие мастерских намечено уже в октябре этого года. Даяна Федорова, Иван Сорокаумов, Якутск. Сентябрьское совещание педагогов Якутска подошло к концу. В течение 3 дней прошли мастер-классы, заседания, выставки и многое другое. Итоги работы подвели на заключительном пленарном заседании. О результатах в сфере столичного образования расскажет Вероника Таюрская. Традиционное сентябрьское совещание педагогов Якутска проходит в 3-й раз и представляет собой аналог республиканского августовского совещания. Оно собирает руководителей образовательных учреждений, педагогов детских садов и школ. В прошлом учебном году был введен наконец-то в работу новый учебный корпус, чему мы все безмерно рады. И теперь и нам, учителям, и, собственно, детям будет гораздо удобнее, интереснее обучаться. В этом году в школе мы открыли Центр детских инициатив. Активно работаем по детскому движению, движение первых. Открыли киноклуб свой новый. На пленарном заседании подвели итоги ушедшего 24-25 учебного года. Среди основных достижений столичного образования – открытие 18 психолого-педагогических классов в 13 школах с охватом почти 400 учеников. Сентябрьское совещание является знаковым событием перед началом учебного года, на котором как раз определяются и ставятся задачи не только перед системой образования, но и перед всеми учителями. Задачи перед образовательной системой Якутска ставятся большие. В наступившем учебном году в 27 школах появится программа психолого-педагогических классов. Будет охвачено 863 обучающихся. Планируется, что до 2028 года такие классы и программы откроются во всех школах столицы. Задачи у нас масштабные, из года в год
растет количество детей, обучающихся в школах и в детских садах, что налагает на нас, конечно, большую ответственность. Поэтому система образования должна идти в ногу со временем, стараясь решить все новые и новые вызовы. При этом основная задача, конечно, у нас ставится – это улучшение качества образования. На заседании были вручены сертификаты на 100 тысяч рублей педагогам, чьи ученики получили высший балл по результатам ЕГЭ. Кроме того, технический лицей, Саха-политехнический лицей и Кангаласская школа награждены свидетельствами на сумму в 1 миллион рублей на повышение качества образования. Вероника Таверская, Нюркун Старостин, Якутск. Ясный взгляд – залог здоровья. В Якутске впервые проходит ярмарка зрения в рамках празднования Дня города и столетия офтальмологической службы Якутии. 12 и 13 сентября с 10 до 15 часов на площади Республики офтальмологи и медицинские сестры проводят бесплатные консультации и профилактические осмотры для жителей города. Прием ведут сразу 10 специалистов. Консультации проводятся по полису ОМС в порядке живой очереди. Мы решили сделать своеобразный подарок горожанам, чтобы они могли пройти проверку зрения и проконсультироваться у врачей-офтальмологов на нашей центральной площади, площади Республики. Несмотря на то, что скопилась очередь перед нашей палаткой, я уверен, что оперативно коллеги дадут советы тем, кто действительно нуждается в консультации врачей-офтальмологов, потому что бывают ситуации, когда не хватает времени на то, чтобы попасть к врачу. Не во всех районах у нас, к сожалению, пока есть врачи-офтальмологи. И такие акции, они позволяют как раз приблизить оказание медицинской помощи тем, кто в ней нуждается. Забота о сердце также может быть простой. В Якутске 14 сентября с 10 до 16 часов на территории торгового комплекса Туймада пройдет социально-просветительская акция «Видимо-невидимо», направленная на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с повышением уровня холестерина в крови. Специалисты Фонда борьбы с инсультом при поддержке Министерства здравоохранения Якутии проведут бесплатную экспресс-диагностику плохого холестерина. Акция помогает вовремя выявить опасные факторы. Специалисты Республиканской клинической больницы номер 3 и Центра общественного здоровья возьмут из пальца кровь и оперативно определят уровень холестерина липопротеидов низкой плотности, так называемого плохого холестерина. Далее врачи-кардиологи, врачи-терапевты вас проконсультируют по уровню вашего показателя холестерина и дадут вам рекомендации по уровню вашего холестерина. Якутский композитор Николай Михеев в эти дни участвует во Всероссийском фестивале «Современная музыкальная карта России». В Большом зале мастерской Никиты Михалкова Государственный академический русский народный ансамбль России имени Людмилы Зыкиной исполнил произведение «Долина Туймада». В рамках 4 концертов фестиваля зрителям представлены 89 музыкальных произведений, созданных композиторами из каждого региона, специально для этого масштабного проекта. Музыкальные визитные карточки регионов – это сочинения длительностью до 4 минут, отражающие дух, историю, символизм и культурное многообразие своей малой родины. Все исполненные в Москве произведения будут профессионально записаны и размещены на стриминговых площадках, а также переданы в репертуар творческим коллективам по всей стране. Лучшие произведения войдут в программу итогового гала-концерта, который пройдет 4 ноября в Национальном центре России и будет приурочен ко Дню народного единства. Мы были на гастролях, мы соприкасались со многими выдающимися деятелями культуры и искусства Республики Саха-Якутия. И восхищение огромное, огромное уважение. Но и то сочинение, которое сегодня мы услышали, которое мы сыграли, заняло свое прочное место на современной музыкальной карте России. Это мое глубочайшее убеждение и моя уверенность абсолютная в этом. Со всех регионов России отбирались произведения профессиональных композиторов, которые умеют писать для симфонических составов, для народного состава. Мне предложили написать музыку для русского народного оркестра. Буквально месяц назад я написал это произведение специально для этого фестиваля. В школах и детских садах Ленска проходит традиционная, уже полюбившаяся всем осенняя ярмарка. Дети, родители и педагоги продают, покупают овощи, соленья, различную выпечку и многое другое. Шумные праздники проходят в теплой атмосфере. Никто не уходит с ярмарки с пустыми руками. Наша съемочная группа побывала на ярмарке в первой городской школе. Эй, народ честной, не ходи стороной, на Корею приходи, у нас
вкусные блины! Вот так весело зазывают ученики 11 класса покупателей к своему прилавку, где стоит волшебный запах только что испеченных блинов. Пекут их мамы ребят. Начинку предлагают на выбор – мясную или сладкую. Мы выпускной класс, поэтому решили с пылу жару в этом году порадовать гостей. Очень много разных топпингов. И даже есть ветчинка с сыром, малина свежая. Гости подходят, но мы рады, что покупают. Торговые ряды были празднично украшены поделками, подсолнухами, рябиной и огромными тыквами. На каждом столе стоял самовар с горячим чаем и сушками. Около прилавков толпились покупатели. Продукция предлагалась разнообразная. Варенье и соленья, свежие овощи. Многие пришли в этот день специально за ними. Мы приобрели овощи и зелень. Для нас эти ярмарки как фермерский рынок. Мы всегда посещаем каждый год. И всегда что-то уносим с собой. А что это вообще именно? Укроп, смотрю? Тыква, укроп, петрушка, зелень. По плану все ярмарки посетить. Огромное количество пирогов и булок, курников, блинов, самса, чебуреки, изумительные торты, пирожные и другие вкусняшки. У нас тут очень много всего вкусного. Вот, допустим, орешки со сгущенкой, торт ореховый, вафли, круассаны, пирожки. В общем, очень много выпечки. Вот я приготовила вот такие вот орешки со сгущенкой. Мне помогала их делать мама. Востребованные сегодня среди детей наггинсы и сосиску в тесте можно было купить в кафе, которое организовали родители учеников 4 класса. Здесь за столиками можно было и попробовать приобретенную продукцию. Я купила себе пиццу, но это пока малая часть, потому что я только вот здесь была. Сейчас еще буду проходить и посмотрю, что здесь есть. Все в костюмах. Организовано все в этом году получается. Дети подрастают и молодцы вообще. В общем. Мероприятие прошло шумно, весело и душевно. Никто не ушел с пустыми руками. Уже за час торговые ряды были пусты. У ленчан еще есть возможность побывать на таких праздниках урожая. Ярмарки в школах и детских садах закончатся только в конце следующей недели. Светлана Валеева, Алексей Семенов, Ленск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.